четверг, 4 числа в 4 с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии. Как вы начинаете перед концертом? Вы разминаете пальцы? Было у меня пару раз, переигрываешь руки, и пару дней потом надо восстанавливаться. То есть обязательно надо разыграться на каком-то таком произведении, может быть, не очень сложном. Когда я готовилась к интервью с вами, я искала информацию о вас как можно больше, в том числе и в интернете. О вас как о музыканте немало информации, а вот о вас как о человеке мало что мне удалось выяснить. Вы закрытый человек? Ну, я скажу так. С людьми, которыми я общаюсь близко и давно, нет. А с людьми, с которыми я знакомлюсь, вот, так сказать, на начальном этапе, да, наше знакомство проходит, наверное, скорее закрытые. А если я буду задавать вопросы о вашей личной жизни, о детстве, о юности, вы готовы отвечать? Да, конечно. Да? Тогда начнем Да. сначала. А где прошло ваше детство? Я помню себя достаточно рано, лет с 4, наверное, и жили мы в городе Творчал. Во время Началась войны, Во блокада. время войны, блокада, да, все эти жуткие месяцы и годы мы провели там. И в конце 93-го года мы уже перебрались в Пицунду. Кто был с вами в Творчиле? С кем вы росли? Ну, к сожалению, так сложились жизненные обстоятельства семейные, что рос я с бабушкой, Гизердава Анна Константиновна, да, которая меня воспитала и, в общем, много мне дала и как человек, и как-то вот воспитала во мне какой-то такой, именно какие-то человеческие качества. Я до сих пор ей очень благодарен. Она была ветераном и многое Ветераном? вообще Великой Отечественной войны, и многое, естественно, видела и пережила, и поэтому... И получается, она увидела и Вторую войну? Да, во к время сожалению, нашей и вот да, я помню, как сейчас ее слова, что она не могла в это поверить. Именно в день начала войны так получилось, что мы летом, в любом случае, каждое лето проводили в Пицунде у дяди, и 14 августа мы выехали из Пицунды в Творчал, потому что надо было готовиться к школе, ей надо было выходить на работу. И мы не могли поверить своим глазам, потому что, подъезжая к Сухуму, мы увидели эту страшную картину, когда вот эти разрисованные грузинские, в общем, войска въезжали на танках, и вот этот ужас, и нас на автобусе остановили и шерстили автобус. Ну, в общем, вот это у меня в памяти до сих пор осталось, и мы заехали в Творчал, и люди были в замешательстве, в панике, не понимали, что происходит, как дальше быть. И бабушка на тот момент не могла поверить, что началась война, и что мы опять окажемся, она окажется опять в этих ужасах. В Творчиле не было света. Воды, света. С каждого окна валил дым, потому Да. что люди разжигали вот эти буржуйки, печки. Да, и топили мы и книгами, и обувью. И вот это я запомнил, что у бабушки была большая библиотека, мы и книги жгли. Потому что я, насколько помню, вот у меня из детских воспоминаний, что вот эта аллея Платановая, да, или Платановая ли эта аллея была, По улице Ленина? по улице Руставели. Вот, я помню, что очень много вырубленных деревьев, то есть деревьев практически не было, что все пытались, так сказать, вырубить, чтобы хоть какое-то тепло было в домах. И вообще еще такое у меня жуткое было воспоминание. Ну, я был активным ребенком, естественно, несмотря Вам на было все. сколько лет? Мне было, получается, 6 лет. Я был активным ребенком и, в общем, ухватил горячий чайник с кипятком и вылил себе на ноги. Естественно, лекарства на тот момент найти было сложно, и бабушка с каким-то трудом искала у знакомых, у соседей. Вот знаете, вот какое-то народное, я помню, было лекарство, туда что-то мед, яйцо, что-то такое вот от ожогов, что-то народное. Но я помню, что с каким трудом ей удалось найти вот эти ингредиенты по крупицам, чтобы собрать и как-то вот подготовить и приготовить это лекарство и вылечить меня. Ну вот да, вот такие А вы были. не помните чувство голода? Что вы ели? Вы знаете, я помню
что мы ходили куда-то, где выдавали какую-то то ли кашу, ну, короче, что-то выдавали, вот какую-то провизию, Гуманитарная какая-то гуманитарная помощь. помощь. И самое мое такое яркое впечатление, что очень хотелось хлеба, именно хлеба, а хлеба не было. Было что-то жуткое, да, вот какие-то то ли лепешки, что-то такое. И когда нас уже вывезли в 93-м году к дяде в Куланурху, и они принесли хлеб, и для меня это вот из детства, я до сих пор помню, я говорю: «А где же вы его взяли? Неужели есть хлеб где-то?» Да? Вот, то есть именно вкус хлеба вот этот вот из детства вот, запомнился. Да, было, конечно, очень, да, сложно, неспокойно, хотя я был ребенком, по идее, да, там меня, наверное, пытались ограждать от каких-то новостей ужасных, но я помню, как мы и по подвалам бегали, вот во время каких-то бомбежек, и эти окна заклеенные пластырем, газетами, ну, что-то такое. Почему вы были с бабушкой? Где были родители? Ой, ну, сложная, да, так сказать, история. Отец с матерью познакомились достаточно рано, в раннем возрасте, и, в общем, как бы поженились, но, видимо, не смогли найти в себе силы вести социальный образ жизни, скажем так, и найти в себе силы понять, что у них, так сказать, ребенок, и надо, в общем, как-то поменять и свою жизнь, и как-то понять ответственность за этого ребенка, не смогли. В общем, они расстались, и получилось так, что самый ответственный человек в нашей семье оказалась моя бабушка, которая сказала, что Бабушка по какой линии? по линии отца она поняла, что вот груз ответственности за меня, там, мне было 3 года на тот момент, когда они расстались, что весь груз ответственности лежит на ней. И, в общем-то, она, в общем, я считаю, так достойно это все пронесла, потому что, конечно, она была пожилым уже человеком, ей было за 60, и она работала на тот момент, и, в общем, ей надо было успевать все, и там меня обиходить, и на работу, и, в общем, какие-то проблемы, естественно, со здоровьем, ввиду того, что она все-таки была и ранена во время Великой Отечественной войны, да, и были у нее и контузии, то есть как бы здоровье, скажем так, у нее было достаточно слабое. Ну, в А общем, характер был а какой? характер был, да, очень мягким, очень покладистым. И, и вот она никогда вот не рассказывала, почему-то я спрашивал у нее, конечно же, есть какие-то, даже есть книга, если я не ошибаюсь, она называется «Кровь на цветах» автора Барганджи, вот про ветеранов девушек из Абхазии. Такая вот книжечка, она у меня до сих пор сохранилась. Естественно, как бы мне, ребенку, интересно было, как вот на войне было, чем ты занималась. И она всегда эту тему обходила, никогда не рассказывала ни о буднях, ни о том, как это было тяжело, потому что после войны с Германией ее отправили на войну с Японией, да, вот так сказать, вот на этот фронт. И то есть вот она никогда не рассказывала, и вот была очень таким мягким человеком, кротким, как-то вот всегда боялась кого-то обидеть, задеть. Ну вот как бы такой вот очень кротким человеком. Что она внесла в ваше формирование? Что-то Вы знаете, особенное? да, вы знаете, вот она всегда, так сказать, пыталась мне внушить, подсказать, рассказать, что никогда нельзя делать какие-то вещи, да, которые тебе, может быть, в данный момент нужны, благодаря каким-то действиям добьешься какого-то успеха там в карьере или в жизни, там, не знаю, в финансовых каких-то моментах. То есть никогда нельзя это делать, идя по каким-то людским страданиям. Когда бабушки не стало? А ее не стало, мне исполнилось 18 лет, и она уже к тому моменту несколько лет очень болела и ослепла, и, в общем, как бы так было проблемно, конечно, со здоровьем. И Кто вот за ней ухаживал?
Ну, в основном мы жили вдвоем. Конечно, родственники приходили, конечно, помогали, конечно, пытались какую-то помощь оказать, но все будни мы были вдвоем. То есть как бы мы жили в Пицунде Вы вдвоем. стали таким, каким хотела видеть вас ваша бабушка? Но я очень стараюсь. Я надеюсь, что я оправдываю ее ожидания. Она увидела, как вы играете на инструменте, или услышала, как вы играете на Ну, инструменте? на органе, к сожалению, нет, потому что органом я стал заниматься уже позже. А на фортепиано, да, и она как-то очень поддерживала, пыталась меня подбодрить, потому что я поздно начал. И, конечно, многие педагоги не верили в то, что, начав так поздно, можно именно выйти в профессию, да, не просто для себя любителем быть, а именно стать как бы профессиональным музыкантом. Но все-таки вот она находила нужные слова, нужную, так сказать, эмоцию, чтобы как-то меня поддержать, подбодрить. Вот. Еще очень смешно, она, видимо, ну, естественно, переживала о моем будущем, она меня уговорила и, в общем, как-то так настояла, чтобы я в 9 классе, да, нет, наверное, даже раньше, в классе 8 общеобразовательной школы пошел на курсы поваров. И я год ходил на курсы поваров, в Пицунде открылись тогда такие курсы, и, в общем, у меня лежит диплом 4 разряда повара, кондитера. А я думала, вы любитель, потому я иногда видела ваши Да. фотографии, которые вы выкладываете в Фейсбуке, как вы Да. печете торты. Я Да. думала, это ваше хобби. Так Ну, вы это отдыхаете переросло иногда, в да? хобби. В Оказывается, хобби, у на вас самом даже деле, да, есть есть какой-то... сертификат, профессиональный повар. Да. Ну, в 14 лет вы стали заниматься музыкой. Да. Как это произошло? Ну, вы знаете, произошло на самом деле, наверное, совершенно обычно, потому что, естественно, в школе, в общеобразовательных, есть уроки музыки. И там их немного, всегда это обычно раз в неделю или 2 раза в неделю. Но мне они всегда очень нравились, то есть меня вот завораживала игра на инструменте, да, то есть как бы когда человек может сесть и вот на инструменте сыграть там, вот неважно что, то есть вот меня вот как бы именно сам процесс игры всегда завораживал, ну, как бы я вот подходил и залипал, как говорится, да, на это. И вот педагог школы общеобразовательной, которая вела у нас музыку, она являлась директором музыкальной школы. Видя мой интерес к инструменту, сказала, а почему бы тебе не прийти и просто для себя, а не заниматься с каким-нибудь из наших педагогов. Ну, в общем, как бы вот с этого все началось, что вроде как для себя приду, просто, так сказать, чему-то научусь, по слуху, может быть, не обязательно осваивать нотную грамоту. Естественно, меня это пугало, потому что, нотная грамота, наверное, сложно очень. Вот. И на момент, когда я туда пришел, в школу, так вот сложилось, что в Пицунду вернулась педагог, которая долгие годы работала в Гагре, Светлана Петровна Завилийская, которая воспитала плеяду различных музыкантов. Кстати, наша Хибла Герзмава тоже занималась у нее по фортепиано, была ее ученицей в Гагре. И она вернулась вот после всех этих событий военных, да, она вернулась к себе домой в Пицунду, и получается, что мы начали с ней заниматься, и она вот из тех педагогов, кто умеет увлечь. То есть она настолько как бы зажигает своей энергетикой, своей любовью к музыке. То есть я пришел как бы абсолютно без претензий на профессиональное образование, я пришел как бы для себя. Но она настолько сумела как-то вот разжечь вот эту искру, да, любви к музыке, что мне хотелось много заниматься. Как это ни странно. Обычно как бы все не хотят заниматься, хотят сразу играть. А мне как бы понравился процесс занятий, процесс разбора нотного текста, процесс освоения нотного материала и воплощения его уже, так сказать, в жизнь на инструменте. Кто из композиторов вас увлек в то время? Да,
первое сочинение, которое она мне дала, как это не смешно, да, вот человек не знает нот, пришел, но в 14 лет. Я когда ее спрашиваю потом, уже через годы, я говорю, а как вы вообще, так сказать, не испугались? Она мне дала до диез минорную прелюдию Сергея Рахманинова, такую как бы массивную, сложную. То есть мы выучили быстренько с ней ноты, она говорит, ну чего тебе в 14 лет бирюльки играть, давай-ка мы возьмем, вот руки у тебя выросли, как бы, так сказать, аккорды ты хорошо сможешь играть, давай мы с тобой. И вот мы по мерной ложечке эту прелюдию там за несколько месяцев сделали. То есть, конечно, мне было дико сложно, потому что все равно прелюдия Рахманинова — это уже определенный уровень текста, определенный уровень понимания музыкальной фразы, музыкального, так сказать, музыкальной формы. Ну, то есть как бы человек настолько разжевывал мне все по крупицам, что мне оставалось только даже не переживать, а просто проглотить. То есть вот она сидела со мной буквально по каждому такту. Выучив эту прелюдию, она очень эмоциональная, очень такая яркая музыка. Естественно, она мне очень понравилась. И уже когда у меня текст был в руках, я понял, что я могу с этим текстом, который у меня выучен, я могу свои эмоции, свои переживания уже отображать в музыке, не задумываясь над тем, какой палец у меня, так сказать, должен, так сказать, завернуться куда. И вот это был переломный момент, когда я понял, что когда у тебя текст выучен, когда у тебя полностью сделана форма, ты можешь абсолютно свободно, спокойно разговаривать вот на этом языке, на языке музыки, и, возможно, выразить те эмоции, которые в жизни ты как бы вот так в обычной жизни не выразишь. Вы начали поздно заниматься музыкой, в 14 лет это поздно. Значит, есть талант, и ваш педагог увидел это? Ну, как она говорит, да, что я сразу увидела, что у тебя есть именно музыкальная одаренность. Понятное дело, что надо было работать над аппаратом техническим, над руками. Естественно, это все, когда ты с 6 лет, у тебя совершенно другая гибкость, у тебя совершенно другая уже, так сказать, постановка руки, да. То есть, когда ты в 14 лет пришел, вот, а я как-то очень быстро вымахал к этому возрасту, и руки уже, так сказать, вот пальцы были громадные, и как бы подстраиваться под инструмент было сложно. Но она говорит, что я заметила именно твою музыкальную вот одаренность, и что как бы технические какие-то моменты, да, вот таким многочасовым трудом ей удалось вот как бы их выправить. Что происходило дальше в вашей жизни после музыкальной школы? Как вы продолжали свою учебу? Как вы стали органистом? Живя в Пицунде, а в Пицундская музыкальная школа находится на территории заповедника Великий Питюнд, это вот, так сказать, можно так сказать, прям в шаговой доступности рядом с собором, с Пицунским храмом, где установлен наш замечательный единственный орган Александра Шуки. И, естественно, там, сидя в музыкальной школе, занимаясь, я слышал эти звуки, я заходил в собор, чтобы поприсутствовать на концерте, и меня всегда завораживал этот инструмент своим именно массивным звучанием, вот эта вот масса звука, вот этот звуковой, так сказать, пласт, который абсолютно заполняет все пространство. Конечно, у фортепиано совершенно другая, так сказать, природа звуковая, молоточковая, четкая, ударная. То здесь вот этот вот необыкновенный массив звука, который ты слышишь, он очень завораживал меня. Вот. И закончив музыкальную школу, поступив вначале в Гагарское училище, тогда на тот момент оно еще существовало, даже не мог мечтать, что когда-то я смогу играть на органе и на этом инструменте, потому что, к сожалению, у нас в Абхазии нет профессионального образования именно органного, у нас нет учебных органов, где бы можно было обучать подрастающее поколение. Ну и вот так сложилось, что уже к моменту окончания Сухумского училища мой педагог Светлана Петровна Савелейская и Елена Георгиевна Карабулат посоветовали мне попробовать свои силы в Гнесинской академии в Москве, попытаться, потому что, конечно, это все было очень авантюрно,
У меня за плечами был, ну, сколько я лет играл, ну, лет 6, там, а туда приходят музыканты, так сказать, с 20-летним стажем. В общем, Светлана Петровна меня сопроводила в академию на прослушивание, и меня зачислили в подготовительное отделение, фортепианное, В Москве. в Москве, в Гнесинской академии. И уже находясь там, я узнал о том, что открывается органный класс, что открывается вот такой факультет, потому что до этого времени в Гнесинке не было самостоятельной органной кафедры, был просто факультатив, то есть там не давалось именно профессиональное органное образование. А именно в тот год, когда я поступил, открылась кафедра, ее возглавил заслуженный артист России Александр Фисейский, Александр Владимирович Фисейский. Я в первую очередь пошел туда узнавать, какие условия, какие варианты могут быть для человека, который еще никогда на органе не играл. И вот параллельно получилось так, что я смог параллельно учиться на подготовительном отделении фортепианном и органном. И к моменту окончания этого курса подготовительного Александр Владимирович сказал, что я могу, в принципе, со своим уровнем на тот момент попробовать поступить к нему на кафедру. Ну, вот как-то все сложилось, и я поступил. Сколько лет вы учились в Москве? В Москве я учился 5 лет, получается, в самой уже в ВУЗе, год, получается, на подготовительных курсах, это 6 лет вуза Гнесинки, и еще 3 года в Московской консерватории в аспирантуре. 9 лет, да, в общей сложности я проучился. Кто вас поддерживал не только морально, но и материально? Да, ну, в первую очередь, конечно, так вот сложилось, вот как-то у меня всегда складывается, как-то вот необычно. И я иногда так вот задумываюсь, думаю, господи, как вот так должно было, вот какие-то вот, так сказать, знакомства, какие-то люди должны были появиться на моем пути, чтобы потом через годы это вылилось вот в то, что выливается. Вот, так сказать, рассказываю такую историю. Приехав в Москву, родственников у меня в Москве не было на тот момент, только вот знакомые моего педагога Светланы Петровны, которая, так сказать, очень такой коммуникабельный человек, у нее в каждом городе очень много знакомых. Мы останавливались у ее знакомых. А уже когда вопрос встал о обучении на подготовительных курсах, а подготовительные курсы не дают возможности проживания общежития, да, да, финансовое положение снимать квартиру в Москве, естественно, было не то. Я тут вспоминаю, что в период обучения в Пицунде на одном из таких вот небольших концертов, которые мы проводили в музыкальных школах, ко мне подошла очень интеллигентная дама в возрасте, и, в общем, которая очень любит музыку, и дала свой контакт, сказала, если вы будете когда-то в Москве и вам понадобится какая-то поддержка, пожалуйста, вот мой телефон, если я смогу чем-то помочь, я, в общем, вас поддержу. Ну вот представьте, там прошло несколько лет, эта бумажка где-то у меня, ну где-то она лежала, но я не могу сказать, что я об этом думал и вообще как бы предполагал, что вот это шапошное такое знакомство после концерта может вылиться в какую-то такую дружбу многолетнюю. Ну вот, как бы, да, вот я оказался в Москве, и мне надо было где-то жить. И, конечно, были знакомые, которые могли меня на какой-то небольшой промежуток времени приютить, но я понимал, что у меня год впереди. И вот это знакомство вылилось в то, что человек... Вы и набрали. Да, я и набрал, да, и она, естественно, меня тут же вспомнила, расспросила о том, какие у меня планы, я ей рассказал, что так вот как бы вот так получается, что меня приняли, и мне надо сейчас как-то наладить свой быт, и она сказала, что здесь нет вообще никаких проблем, потому что у меня трехкомнатная квартира, я живу одна, и вы можете жить и занимать одну комнату совершенно столько, сколько вам надо. И вот этот год потом растянулся на весь период обучения, и этот человек просто, вы знаете, у нее тоже достаточно сложная судьба, как оказалось, и человек потерял единственного сына, и я не знаю, может быть, она вот почувствовала, что ей нужно мне помочь. Получилось так, что вот за эти годы мы стали очень близкими людьми, и на данный момент моя дочь называет ее бабушкой.
Да, она, естественно, ей 4 года, она не знает каких-то нюансов, но для нее она бабушка Мила, и вот ее зовут Людмила, Людмила Санна, и до сих пор, как бы, да, вот мы с ней очень дружны, и, вот как бы у нас сложилось такие теплые отношения. Моя супруга Кристина тоже с ней абсолютно как с родным человеком. То есть вот как-то так сложилось. Вот представляете, вот какое-то вот такое вот знакомство, вот, ну, шапошное, скажем так, да, вот после концерта какой-то телефон, какой-то обрывок. Получается, Да. она в этот период была одинока, она потеряла сына. Вы были уже без бабушки, Как-то, да, вот мамы, папы странно, рядом не да, было. да, вот как-то вот так сложилось, что человек меня, абсолютно Судьба, чужой наверное. человек, меня поддержал настолько, что я смог как бы совершенно спокойно жить, заниматься и, в общем, не думать о том, что мне там, так сказать, поесть сегодня, потому что, естественно, мне приходилось очень-очень много заниматься ввиду того, что я очень поздно начал, и были большие пробелы в музыкальном образовании, не только в плане исполнительском, но музыка ведь складывается из других каких-то предметов, это и гармония, и сольфеджио, да, теоретические дисциплины. То есть у меня это отнимало очень много времени в день, чтобы вот эти пробелы заполнять. Поэтому вот огромная ей благодарность. То есть от бытовых моментов я был избавлен полностью. Вы верите в судьбу? Вы Вот знаете, это вот как чудеса чудесные, да, получается, да. ваша встреча с этой Вот я и женщиной. говорю, что то есть у меня как-то так все складывается. И даже вот приезд Светланы Петровны, да, которая приехала в Абхазию. Причем она приехала, она говорит, ну я думала, я приеду там на месяц, потому что у нее дочка на тот момент жила в Севастополе. Она думала, я просто приеду. Но когда говорит, я приехала, и вдруг ты заявился, и я поняла, что я могу тебе помочь и сделать из тебя музыканта, я приняла решение остаться. То есть как-то вот в жизни у меня вот, да, действительно вот происходят какие-то такие встречи, которые, ну вот судьбоносные, я могу так сказать. Встреча с вашей супругой Кристиной Эшвей была судьбоносной, и как она произошла? Вы знаете, ну мы учились в одном вузе, в Гнесинской академии. Она тоже была студенткой на тот момент в Гнесинской академии. Естественно, ребят, которые учились на тот момент в Гнесинке, было немного. Был я в начале, Лена Анкват, наша певица, сопрано, Кристина. И, по-моему, кто-то на эстрадном учился, вот сейчас не вспомню. Ну, естественно, нас было там, может, человек 5. Естественно, мы все друг с другом общались, мы все друг друга знали, так как мы все выходцы из Абхазии. И, в общем-то, так сказать, поддерживали такие добрые отношения. С Кристиной мы изначально просто создали такой творческий дуэт, начали выступать, какие-то академические прослушивания, экзамены. То есть как бы мы стали сотрудничать именно как творческий дуэт, а потом этот творческий дуэт перерос в семейный. То есть нас связала, естественно, музыка. Как-то вот у нас все очень спокойно, гармонично, без острых углов. Как-то, может быть, ввиду того, что мы оба достаточно спокойные люди и любим побыть в тишине. И вот мы можем вдвоем, так сказать, находясь дома, мы можем не знаю, несколько часов, например, совершенно спокойно, не разговаривая, каждый занимаемся своим делом, и нет такого, что нам вот скучно, что нам нужно куда-то идти, какой-то большой круг общения должен быть. То есть нам абсолютно комфортно вдвоем, и это может быть абсолютно спокойный день, который мы вот проводим вместе, и нам не надоедает. Но с появлением дочери все изменилось, потому что она требует постоянного внимания к себе, и она очень активный ребенок. Вашего внимания она требует или внимания матери? Когда мама дома, конечно, в первую очередь внимание матери, вот она к ней очень так привязана. Но если мамы нет дома, то она переключает все внимание на меня. И, естественно, когда она одна с кем-то из нас, ей не нужны ни мультики, ни игры, ничего. Она все сразу закидывает и сразу переключается на живое общение. Потому что когда мы все дома, почему-то вот она
тогда только может смотреть мультики, как бы играть в какие-то игры. Как только, так сказать, кто-то один с ней остается, она сразу свое внимание переключает именно на живое общение, ей нужен постоянное. Что ее интересует? Какие вопросы она задает? Ее вот сейчас все интересует. Она Сколько ей лет? 4 года вот в мае ей Как зовут? исполнилось. Мирослава. Мирослава. Кто Мы- имя выбирал? Ой, мы долго выбирали имя, потому что все-таки у меня отчество, которое складывается из моего имени, очень специфическое. То есть получается, для девушек это Лукинишна, а для мальчиков Лукич. Поэтому мы все думали, если выбрать какое-то национальное наше имя, там, мне нравилось имя Амра, например, а мы потом думаем, Амра Лукинишна, ну это ж что-то вообще какое-то абракадабра. А если выбирать какое-то, все-таки Лукинишна, как-то это вот больше какое-то такое вот исконно, как будто бы русское, да, что-то должно быть. Гаделия, там, не знаю, какая-нибудь Варвара, тоже думаем, странно тоже будет сочетать. Ну вот выбрали Мирослава, как-то вот оно вот вроде бы как-то так обтекаемо. Мирослава Лукинишна. Так вам Мирослава нравится? Лукинишна, да, да, так красиво. И Гаделия, вроде Гаделия Мирослава, да. Вот, и она представляется, когда ее спрашивают на детских площадках, как тебя зовут? Она говорит, я Мирослава Лукинишна, хотя мы этому не учили ее. Она просто как-то вот спросила, как я там целиком у меня. Вот, ну, мы ей сказали, она теперь представляется только так. Родители музыканты. Она обязательно должна стать музыкантом или у нее Нет. должен проявиться талант? Сейчас это вы чувствуете? Ну, у нее, безусловно, прекрасный слух и ритм, мы это все проверили, и мы занимаемся для себя, в любом случае она будет заниматься, но она очень неусидчивый ребенок, она очень активная, и ей вот сидеть за инструментом на данном этапе, естественно, не нравится. Она любит просто спеть песенку, что-то подойти, там, так сказать, подобрать по слуху какой-то отрывочек из песенок из мультфильма. Да, вот она смотрит мультики и потом пытается подобрать. Вы часто гастролируете. Обязательно, чтобы с супругой вместе? Нет, не обязательно. Конечно, какие-то филармонии приглашают меня с сольными программами, либо с программами, с оркестрами на базе той или иной филармонии, то есть оркестр, так сказать, филармонический, и приглашает меня в качестве солиста. Но зачастую и с Кристиной, да, такой, так сказать, дуэт тоже интересен с органом, голос и орган, ну, вообще, наверное, такой классический ансамбль, да. Да, зачастую с Кристиной. С кем остается Мирослава? И как она реагирует, когда вы уезжаете? Ну вот Мирослава остается большую часть времени с бабушкой Милой, да, вот с нашей тетушкой, с Людмилой. Также она остается, конечно, и с Кристиниными родителями, но они не всегда бывают в Москве, поэтому в основном с нашей Людмилой Александровной, но она с ней абсолютно спокойна, потому что она с ней с пеленок, и она остается, она абсолютно спокойна. Конечно, спрашивают, когда приедет мама, папа, но нет такого, что она в каких-то там истериках или, там, так сказать, ей очень дискомфортно. Нет, она, в общем, достаточно, наверное, уже и привыкла к тому, что мы периодически уезжаем. Говорила чуть ранее, что видела у вас на странице в Фейсбуке абсолютно шедевральные торты разных цветов, форм. Тогда я думала, что вы как-то так разгружаетесь, отдыхаете после концертов. Сейчас я выясняю, что, оказывается, это у вас профессиональное. Вы готовите для Мирославы? И что вы готовите? Или для семьи готовите? Нет, не готовлю. Вот действительно, вы правильно сказали, на самом деле это бывает иногда настроение, и именно кондитерское, да, настроение. То есть как бы сварить борщ у меня никогда не возникает желания или мясо пожарить, или мамалыгу. Это все на Кристине. Если торт не хобби, что хобби для вас? Пешие прогулки. Я очень люблю ходить пешком.
И находясь в Москве, потому что получается так, что большую часть года, конечно, мы живем там, потому что и на гастроли удобнее выезжать именно территориально, да, то есть куда-то вылетать, и концерты там достаточно активно идут, и каждый раз из Абхазии ездить туда, ну, проблематично еще и с ребенком. И вы знаете, я каждый вечер, я изучил, наверное, все центральные районы Москвы. Я вот каждый вечер часа полтора-два должен вот выйти и погулять. Таким образом отдыхаю от занятий, от музыки, от каких-то, так сказать, проблем. То есть вот это, В это наверное, время вы не слушаете музыку, нет. да? Уши должны быть абсолютно свободные. Свободно, да. Когда отдыхаете, если не про пешие прогулки, Да. какую-то другую музыку вы еще слушаете? Да, Я сейчас имею в виду не классику, вот какие-то другие жанры, еще да, что ну, вас вы знаете, привлекает? мне нравится старая рок-музыка. Я слушаю и Queen, и Deep Purple, и Scorpions. То есть мне нравится именно вот такой классический рок. И, наверное, вот эта любовь вылилась в то, что я стал делать обработки для своих концертов именно рок-музыки и включать их в свои программы. Эм, Это достаточно интересный, любопытный пласт музыки, и на самом деле там можно найти такие откровения и такие мелодические обороты, что да, не каждому композитору, может быть, средней руки дано написать такое. Начинаешь анализировать, вот, тут он это такой прием использовал, а здесь он как бы сделал диминуэндо, как бы вот, так сказать, не так, как написано у композитора, но это очень интересно. То есть включается аналитический ум, и то же самое в момент исполнения. Ты не можешь как бы на все 100% погрузиться именно в атмосферу музыки, в ее, так сказать, содержание. Все равно у тебя постоянно работает аналитическое сознание, ты все равно постоянно думаешь о том, что вот тут тебе нужно сделать такой штрих, а здесь тебе нужно не забыть подготовить ноги, а у нас еще ноги, да, так сказать, задействованы в игре. А вот тут тебе надо закрыть вот швеллер, это такое приспособление. Если вы помните, в пицунском органе такие створки, они то закрываются, то открываются. Да, это динамика звука. То есть какие-то такие моменты, которые в любом случае тебе ни один музыкант не может вот полностью отключить рациональное сознание и просто, так сказать, быть в музыке. Он все равно должен, его часть мозга занята тем, что он думает, что он должен сделать для того, чтобы слепить форму, слепить, так сказать, полностью структуру музыкальную. Конечно, ты эмоционально подключаешься, и зачастую это мешает, потому что иногда эмоции захлестывают, если ты, так сказать, погружаешься очень сильно в музыкальный материал именно эмоционально. Это иногда мешает, но вот пытаешься найти этот баланс. В одном из интервью вы говорили о том, что иногда вам кажется, что вы жили в Риме. Может, вы были католиком? Я не знаю, это вот действительно какой-то дежавю. И вот я несколько раз был в этом городе, мы с Кристиной ездили, я один ездил, и концерты мы играли там в шикарной базилике Святого Сердца Христова, прям в центральной части города. Просто вот находясь в самом городе, у меня вот действительно складывалось впечатление, что я тут уже был, я знаю эту улицу. Я никак не могу это объяснить, потому что, ну, естественно, я не знаю эту улицу и никогда на ней не был. Но почему-то именно этот город вот вызывает у меня вот какие-то такие чувства, как будто бы это мое что-то родное. Вот не знаю, как это объяснить. Вот с первого дня ни в каком другом городе, хотя мы бывали и в других европейских городах, и в российских городах, так сказать, в крупных. То есть ну, ни в одном другом городе у меня не возникало такого чувства. Ну, в соборе Парижской Богоматери, дай Бог, восстановят его и этот инструмент, который, конечно, тоже пострадал. Слава Богу, что он не утрачен, что он не, так
так сказать, еще в таком состоянии, что его можно восстановить, но это один из крупнейших органов французского органостроителя Аристида Каваяколя, а это один из патриархов именно революционеров в области органостроения, когда произошел поворот именно к симфоническому виду органов. То есть, да, мы все знаем, что орган во многом подражает тембрам Большого симфонического оркестра. И именно этот мастер, который жил в XIX веке, он произвел революцию в органостроении, он придумал много новых регистров, приспособлений. Небольшое отступление к следующему вопросу. Как-то я смотрела фильм «Философы», не знаю, кто-то из здесь присутствующих смотрел фильм, но краткое содержание о том, что последствия ядерной войны несколько человек должны сохраниться в бункере. Там места ограничены. Идет отбор тех специальностей, которые будут необходимы в будущем, когда, значит, закончится эта ядерная война, люди выйдут из бункера и смогут возродить человечество. Ну, нужен биолог, там, нужен архитектор, нужен физик, еще кто-то. И одна из девушек говорит: я оперная певица. И тут все говорят: нет, не до оперы. Но оказался один, который сказал, начал убеждать всех: вы вообще представляете, она была его подругой, он хотел ее спасти, вы представляете, несколько лет мы будем в бункере, мы же с ума сойдем без музыки, нам нужно отвлекаться от нашей тяжелой участи, и, возможно, эта музыка нас спасет. Он их убедил, они взяли эту оперную певицу в этот бункер, и как же он был прав. Были моменты, когда они уже смотреть друг на друга не могли. Они хотели убить друг друга, нападали на друг друга из-за мелочи, все раздраженные. И все знали: зовите эту нашу певицу. Она появлялась, начинала петь, все успокаивались, расслаблялись и восстанавливались. Сейчас музыка, классическая музыка имеет достойное место, человечество ценит ее. Ну, я считаю, что да. Потому что, вы знаете, вот особенно ярко это все я прочувствовал и увидел в годы пандемии. Потому что, вот, например, взять нашу специальность, да, то есть она пострадала, конечно, очень сильно, и были закрыты концертные залы, и нам не давали выступать ввиду как бы объективных причин. И очень много людей мне писало, что когда же наконец возобновятся концерты, когда же наконец мы сможем посетить концерт. И я тогда понял, что это не просто, так сказать, вот выход в свет, и просто вот я пойду, просто потому что вроде все идут. А нет, действительно, у людей была эта потребность. И когда сняли эти ограничения, это был больший процент, чем до пандемии. И такого количества желающих, как в этом году, я вообще за все годы работы здесь, в Пицунде, не помню. Туристы благодарные зрители, они долго не отпускают артистов, хлопают, это я наблюдала. А наши местные зрители... Вы знаете, вот в этом году, на удивление, и прослойка местной публики стала ходить на концерты вот в Пицунде. Я понимаю, что Пицунда, так сказать, достаточно далеко находится, да, например, от культурной столицы, от Сухума, да, туда все-таки какие-то сложности добраться. Но в этом году, вот на удивление, действительно очень приятно, что и местная публика из разных городов, не только жители Пицунды, из разных городов Абхазии добирается и подходит обязательно после концерта. Потому что, если турист отслушал, в общем, похлопал и ушел, то здесь как-то дожидаются всегда, в общем, выражают благодарность. Есть поддержка, есть хорошее будущее у артистов классической музыки в Абхазии именно. Есть понимание. Вы знаете, вот посмотрев на то, как живут провинциальные филармонии в России, потому что мы не можем отталкиваться только от того, как живет Московская филармония или Петербургская. Это все-таки немножечко как бы другой уровень и
другие финансовые вложения. А вот мы часто ездим в различные города в провинции, и сравнивая с тем, какие у нас здесь возможности есть, какие у нас залы есть, тот же Пицунский храм, та же наша филармония Сухумская и наши инструменты, я могу сказать, что мы живем не хуже, а может быть даже в какой-то степени и лучше. Здесь это все проще, и как-то я считаю, что у нас достаточно достойно относятся к музыкантам и поддерживают, и выделяют площадки. В конце нашей беседы я хотела попросить вас, чтобы вы, а может и нашим телезрителям, посоветовали послушать какие-то произведения, которые нас сделают, может быть, лучше, чем вчера. Конечно, в первую очередь это музыка Иоганна Себастьяна Баха, потому что ничего более совершеннее еще не написано. То есть настолько гармонично, настолько стройно написана эта музыка, то есть форма и музыкальное, так сказать, развитие, и мелодизм. У Баха это неисчерпаемое какое-то богатство и мелодизма, и красок. Здесь, вот, так сказать, можно все что угодно поставить и погрузиться просто в эту атмосферу, которая вот с первых нот завораживает. Я обязательно так и сделаю, и вам советую. Хочу поблагодарить вас за такое общение. Вы мне очень много интересного рассказали. Как вы говорили, когда человек играет на инструменте, он не может полностью погрузиться в музыку, потому что может там, я не знаю, ноту пропустить или еще что-то. У меня были такие моменты, когда я забывала, что здесь камера, а потом себя возвращала, но это же все-таки интервью, публичное интервью. У вас было очень интересно слушать. Вы замечательный человек. Спасибо вам за приглашение. Спасибо огромное.